Чтобы заработать деньги, нужно организовать гарантированный сбыт вашей продукции. Все успешные предприниматели, перед тем как начать какое-либо производство, сначала изучают потенциал спроса на эту продукцию и заказывают у специалистов анализ наполненности рынка. То есть словосочетание «найти свободную нишу» определяться не наличием сырья, невозможностью производства, не наличием каких-то условий, он определяется спросом на продукцию. Если спрос будет, появится и помещение, и оборудование, и люди, и специалисты, и разрешения, это все вторично. Давайте проанализируем, каким основным спросом обладает человеческая популяция на Земле. Ну, какие базовые потребности есть у человека в принципе? Потребность номер один – это потребность в воздухе. Если человек перестанет дышать, то умрет в течение 4 минут. Как-то ограничить доступность воздуху для людей сложно. Об этом можно прочитать в фантастических романах «Продавец воздуха», например. Вторая потребность человека – это вода. Без воды человек умирает в течение нескольких суток. Запасы пресной, чистой, пригодной для питья воды ограничены, поэтому воду уже продают, хотя еще 20 лет назад это казалось диким. Однако проблема в том, что доступ к пресной воде есть у всех. Если литр воды будет стоить, например, $100, то люди найдут, как сделать воду для питья бесплатно. Они будут фильтровать воду из рек, набирать из скважин и колодцев в деревнях, будут собирать дождевую воду и купят опреснители для морской воды. Поэтому рост цены на воду ограничен ее доступностью и изначальной бесплатностью. Третья группа ресурсов, закрывающих потребности человека, самое важное – это пища. Пища не валяется под ногами, она не растет сама. Чтобы ее добыть на планете, нужно затратить труд. Ничего не поделаешь, так все устроено. Зато спрос на эту группу товаров всегда был самым важным, и исходя из биологических особенностей человека он будет всегда. Именно доступностью и качеством пищевых продуктов люди найдут, как сделать воду для питья бесплатно. Они будут фильтровать воду из рек, набирать из скважин и колодцев в деревнях, будут собирать дождевую воду и купят опреснители для морской воды. Поэтому рост цены на воду ограничен ее доступностью и изначальной бесплатностью. Третья группа ресурсов, закрывающих потребности человека, самое важное – это пища. Пища не валяется под ногами, она не растет сама. Чтобы ее добыть на планете, нужно затратить труд. Ничего не поделаешь, так все устроено. Зато спрос на эту группу товаров всегда был самым важным, и исходя из биологических особенностей человека он будет всегда. Именно доступностью и качеством пищевых продуктов определяется уровень жизни общества. И те люди, которые занимаются их производством, они контролируют этот рынок. Появились целые корпорации, которые снабжают весь мир продуктами питания. Мы в России привыкли к тому, что человек в сельском хозяйстве – это всегда бедный, уставший крестьянин, работающий за трудодни, но это особенность только нашей страны. Тяжело поверить, но в странах, где производят продукты, климатические особенности нашей с вами страны таковы, что урожайность основных культур тут на порядок ниже, чем в богатых странах Европы и США. Скажу вам больше, они и богатые, потому что там выше урожайность зерна. Многие культуры у нас просто не растут вообще. И на этом фоне выращивание продуктов питания является